Это по БТ, да? БТ-2. Давайте мне в экран. Объектив. Они с точки зрения половых принадлежностей. А про что это показано? А почему именно БТ-2 такие? По второму каналу. Ну, потому что и чиновники туда им спустили это показывать. И кто там герои были этого фильма, еще раз повторите? Специально про транс, да. Фильм про то, как мальчик стал девочкой и наоборот. Это ведущие транс. Да, они обсуждали, почему такое даже выбирать, вот такого. Что одеть Кастрату, который стал жанчинкой? Хуже всего, что программа «Битва блондинов», как следует из ответа заместителя генерального директора Белфедеральной компании ОА «Соломата» от 17 июля, не на днях, 22 года. Ответ гласит, что данная передача не противоречит белорусскому законодательству. Эта передача была закуплена Белфедеральной компанией в 2021 году. Сразу после этого перевода. Но, как мы уже знаем из ответа Бузовского, оно противоречит концепции национальной безопасности. Это уже власти начинают признавать. То есть вы понимаете, да, что Белфедеральная берет деньги, тратит их на Украину, покупает там программу, которая разрушает наши Спонсирует тем самым. фундаментальные ценности. Это пятую, она Спонсируя враждебное государство, на территории которого войска союзного государства ведут сейчас военную операцию. Работает против Беларуси, а она изнутри также работает против Беларуси. Плюс тратит государственные деньги на это все. Это надо понимать, надо осознавать, что делать. Наши обращения в Министерство информации, в Совет министров, Генеральную прокуратуру по поводу данной передачи были переданы Министерству информации для рассмотрения. После чего Министерство информации лично мне ответило, что он прекратит свою В связи с чем, что уже оно отвечало, да? Это значит, что хорошо, уже гомеостаз там порябан. Это значит, что надо продолжать. Смотрите, согласно законодательству, да, у нас действует машина именно так. Вы пишете наверх, они спускают на ту организацию, на которую вы жалуетесь. Но при повторном вашем обращении вышестоящим, они уже не имеют права опять посылать туда, и они обязаны рассмотреть самостоятельно. Ну вот таким образом. Очевидно, что отсутствие в белорусском законодательстве нормативно-правовых актов, запрещающих пропаганду ЛГБТ, позволяет недобросовестным лицам, как вы говорили, безнаказанно продвигать информационную продукцию, направленную на создание положительного образа нетрадиционной социальной ориентации, на размывание универсальных ценностей белорусского народа и на склонение белорусской молодежи подводные самым низменным инстинктам, вместо того, чтобы развивать в этой молодежи чувство прекрасного, высоких стремлений и показывать примеры нравственности идеалов. Не просто низменным, а извращенным инстинктом. Да. Характерных для национального менталитета. В связи с вышеизложенным я призываю всех здесь присутствующих в конце нашей встречи подписать общее обращение, наверное, госоргана или декларацию, призывающую наши государственные структуры инициировать принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Он нам остро